Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Здоровье — это самый важный аспект жизни любого человека, и особенно важно сохранять и укреплять здоровье детей. В чем специфика работы специалиста по детской реабилитации? Какие проблемы беспокоят детей чаще всего и какие меры профилактики существуют? Мы поговорим сегодня с нашей гостьей, заведующей отделением медицинской реабилитации ПРО-1, врачом-неврологом, врачом физической реабилитационной медицины, организатором здравоохранения Центра республиканского медицинской реабилитации и спортивной медицины Аленой Прокопьевой. Добрый вечер, Алена Георгиевна. Добрый вечер. Ну, давайте расскажем немного нашим зрителям, чем же занимаются врачи медицинской реабилитации. Значит, медицинская реабилитация, она, конечно, была издавна. История она с 1903 года. Франц Иозеф вот именно как благотворительность для бедных создал вот такую вот терминологию и помощь, да. И потом уже как официальная реабилитология она вступила после военное время, после Второй мировой войны, когда, конечно же, после военных действий появилось очень много людей, например, инвалидов, да, без ног, без рук. И вот тогда уже появилось вот такое понятие, как реабилитация, помощь вот таким вот людям. Значит, детская реабилитация. Мы занимаемся именно восстановлением утраченных функций организма, максимальное восстановление путем массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии. И тем самым вот после заболеваний дети у нас приходят в норму, да, как сказать, смотря от диагноза. Там, конечно, очень много своих нюансов. А вообще вот изменились ли как-то подходы в медицинской реабилитации детей за последние 10 лет? Конечно. Так как у нас прогресс идет, да, в целом прогресс, роботизированная техника, но также и медицина у нас не отстает. По медицинской реабилитации у нас очень много новых технологий, таких как биологическая обратная связь, то есть лежачие пациенты могут реабилитироваться с помощью вот именно роботизированных методик с мотивирующими вот, например, какими-то играми, да, и тем самым вот детишки, например, очень хорошо идут тоже на реабилитацию на тренажерах, у которых есть вот определенные задания в виде игр, и дети на вот этом тренажере, вот пытаясь выполнить какую-то игру, задание, они вот тем самым тренируют определенные части, например, тела, или ручки, или ножки. Это вот касаемо роботизированной техники. То же самое и по беговой дорожке. И есть, например, улучшающие ходьбу, определенные роботизированные техники. Так что медицина не стоит на месте, поэтому улучшаемся. Там даже буквально за год, за два у нас идут прям новые технологии, закупаемся. А вот как якутянам обратиться в ваш центр? Что для этого нужно? Направление? Какие диагнозы? Давайте я кратко расскажу про нашу организацию. Наша организация называется Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. И в нашей организации имеется 6 отделений. Это взрослые, там, значит, реабилитация взрослого населения. Слышали, наверное, да, Абалахская. Находится в Нижнем Бестяхе на 50 коек. Есть у нас взрослая реабилитация в городе Якутске на Чайковского, стационарная на 30 коек. Взрослая дневной стационар посещения. Детство, значит, есть у нас на Каландрашвили дневной стационар. То есть дети посещают из дома, да, и конкретно мое отделение — это стационар круглосуточный для детей на 50 коек. У нас лежат дети с 3 месяцев до 17 лет. Записываем мы со всей республики, конечно же, по показаниям.
Значит, в дневной стационар попадают дети 2 и 3 уровня курации. Значит, к нам в стационар и во взрослый, и в детский поступают уже более с таким сложным уровнем курации. Это 3 и 4. Мгм. Это вот что? Значит, давайте, да, по уровням чтобы курации. У нас понимали люди. медицинская реабилитация, значит, мы детство конкретно работаем по приказу 878Н, который был издан в 2019 году, 23 октября. Но в силу он уже вошел в 2021 году с 1 января. То есть с 2021 года мы уже конкретно работаем по данному приказу. И, значит, в этом приказе сказано, что имеется 3 этапа реабилитации: 1, 2 и 3. Значит, 1 этап реабилитации — это у нас конкретно стационары острые, реанимации. Пациенты в тяжелом состоянии получают реабилитацию на 1 этапе. Значит, 2 этап реабилитации — это уже вот стационары круглосуточные и, возможно, значит, санатории, да. И на 3 этапе это уже амбулаторная реабилитация в условиях дневного стационара и АПП, поликлинических служб. Значит, по этапам так. И, значит, уровни курации. Различают 5 уровней курации. 1 — это удовлетворительное состояние у больного, то есть это могут быть любые хронические заболевания, часто болеющие дети, вот они относятся к 1 уровню курации. 2 уже, значит, потяжелее. 3 — это средний уровень, средней тяжести дети. 4 — тяжелый, и 5 — крайне тяжелый. На 5 уровне курации вот реабилитация тоже проводится, и она проводится уже в условиях реанимационных коек. Раньше казалось, что реанимация — это реанимация, острые койки, и там реабилитация не проводится. Да? На самом деле реабилитация проводится уже с 1-го, со 2-го дня какой-либо катастрофы. Это либо травма большая, да, либо инсульты. То есть реабилитация, она должна быть уже с 5 уровня курации. Так, вернемся к моему отделению. Диагнозы еще интересуют. По диагнозам. По диагнозам, значит, мы реабилитируем все диагнозы, начиная, например, с неврологии, заканчивая соматическими какими-то. Это могут быть сердечно-сосудистые, дыхательные системы заболевания, пищеварительного тракта, ортопедические, значит, то есть все, значит, виды да, заболеваний, но с определенной тяжестью мы берем и, значит, проводим медицинскую реабилитацию. Конкретно в вашем отделении? Конкретно в нашем отделении, на 1-м месте по статистике прошлого года у нас, конечно, прошли дети с неврологическими заболеваниями. Это тяжелые формы, ДЦП, да, состояние после инсультов, есть у детей то же самое, такое, да, состояние после травм черепно-мозговых, травмы периферических нервов. На 2-м месте у нас идут заболевания ортопедического характера, то есть тоже постпереломные состояния, посттравматические заболевания опорно-двигательного аппарата, вот именно врожденные. И на 3-м месте у нас соматические, то есть поступают дети и с проблемами дыхательной системы, состояние после пневмонии, после инфекционных состояний. Таких детей мы тоже берем на восстановительное лечение. Но вот все-таки у вас пациенты — это дети. Вот насколько морально сложно работать с детьми? И какая подготовленность, соответственно, врачей, психологическая? На самом деле, знаете, я выбрала педиатрию, потому что на самом деле с детками очень хорошо, наоборот, очень приятно работать в том плане, что они очень благодарные пациенты, в кавычках. То есть у них динамика идет прям на глазах, и дети, они сами по себе очень открыты.
И если врач подходит правильно к ребенку, находит общий язык, то реабилитация, она прям, да. Вот за эти 14 дней, которые они у нас лежат, практически 90% они дают динамику. Но в процесс реабилитации в любом случае вовлечены и врачи, и ваши маленькие пациенты, но и родители. Вот насколько вовлеченность, во-первых, родителей влияет, это первая часть вопроса. А вторая, бывает ли, что дети сами опускают руки и уже вместе с родителями ничего не хотят делать для того, чтобы реабилитироваться? Так, ну, к этому вопросу я бы хотела вернуться опять-таки к своему порядку, да, 878Н, в котором, значит, было прописано, что при поступлении ребенка смотрит мультидисциплинарная команда. Она состоит из врача физической реабилитационной медицины, врача, который будет вести данного ребенка, врача-физиотерапевта, который будет назначать физиолечение, врача лечебной физкультуры, который тоже назначит свое, да, логопеда, психолога. Это все по показаниям. А также самым-самым главным членом у нас является родитель. То есть к нам может поступить ребенок, который не говорит, да, либо же маленький ребенок. И мы вот именно в процессе этой комиссии должны определить реабилитационный диагноз. Реабилитационный диагноз, исходя из этого реабилитационного диагноза, мы ставим реабилитационную цель. Ставим потенциал ребенка, что мы ожидаем, цель краткосрочную вот за эти 10-14 дней, и уже в перспективе долгосрочную. И из чего мы исходим? Раньше же было так, заболевание такое, значит, по такому шаблону мы лечим. Особо не спрашивая запросы, да, так, лечение такое, и мы должны выписать с таким-то результатом. А вот по новым требованиям мы уже общаемся очень, ну как сказать, более конкретно с родителями, с ребенком. И несмотря на определенные, например, поражение чего-то, мы именно спрашиваем, что вы хотите увидеть в конце реабилитации, что вам более важно. Например, поступают дети с парезом, да, с парезом руки, то есть ручка у нас слабая, и у родителя основной запрос: я хочу, чтобы мой ребенок к концу реабилитации начал держать ложку и начал самостоятельно кушать, потому что это уже социальная адаптация. Это уже родитель тоже постоянно с ложечкой не ходит, а ребенок уже сам начинает. И вот по этому запросу мы начинаем конкретно уже и трудотерапию назначать по этой ручке, и физиотерапию, и лечебную физкультуру. И вот конкретно по данной схеме мы добиваемся определенных результатов. Поэтому роль родителя, конечно же, она прям самая-самая большая в этой комиссии. И уже после выписки этот же родитель, получается, контролирует и проводит эту реабилитацию. Есть какие-то домашние задания? Конечно, обязательно. При выписке мы даем четкие указания, рекомендации, уже какие возможно, например, без использования, например, тех же оборудований, но в домашних условиях подручными средствами. Вот как раз про опускание рук, да, про то, что потом ничего не хочется и вера пропадает в лучшее. Для многих нужен пример, наверное, на который нужно равняться. Вот в вашей практике какие были случаи, когда достаточно сложного пациента удавалось реабилитировать до нормального физиологического состояния? Ну, на самом деле, конечно, детишки поступают к нам разные, тяжелых детишек было много. Ну, один из примеров, да, к нам поступил мальчик с множественными переломами после кататравмы. И, конечно, и состояние и родителей, и самого ребенка были совсем опустошенные. Ребенок поступил в инвалидной коляске. Сначала, конечно, было сложно, да, то есть подход находить. Ребенок отказывался от конкретных, например, методик, не ходил на занятия. Но вот в процессе, работая с ребенком психологически, то есть у нас не только психологи, но и врачи, и сами инструктора, и массажисты, они умеют общаться с ребенком.
И к концу, например, уже первого курса он у нас начал с поддержкой вот стоять, да. К концу уже первого года этот ребенок у нас лежал каждые 2-3 месяца, и он уже спустя год бегал. То есть он поступил уже на своих 2 ножках и, например, бегает. Поэтому мы никогда не говорим прогноз. Если у ребенка когнитивные функции сохранны, то есть ребенок умный, да, мыслительный, анализ мышления сохранны, то ребенок всегда перспективный будет, потому что у ребенка очень есть такое понятие, как гибкость, да? Гибкость, нейропластичность. И грамотные специалисты никогда ни ребенку, ни родителям не скажут, что все, значит, мы вам ничем не поможем. Такого не будет, потому что если заниматься, то с любым ребенком можно достичь определенных успехов. Вот как раз тема ДЦП, детского церебрального паралича, ну, это проблема, наверное, с которой может столкнуться каждая семья, потому что иногда состояние приходит в возрасте 2-3 лет. Вот как не замкнуться в своих проблемах, начать активно бороться с этим недугом, и насколько эффективна реабилитация вот при данном диагнозе? Значит, детский церебральный паралич — это уже возникшая ситуация. Обычно она происходит внутриутробно, при родах. Да? И чем раньше вот этот диагноз у ребенка выставляется неврологом-специалистом, чем раньше начинается вся реабилитация, возможно, вот этого ребенка, если до года взять, не считая совсем сложные формы, да, то если в течение года усиленно заниматься, то есть пример того, что эти дети догоняют своих сверстников. Значит, как у нас, да? По детскому церебральному параличу, вот лично мое мнение, да, надо проводить все вот эти реабилитационные мероприятия прям ежедневно, круглосуточно. Но не считая вот именно стен больницы, родители должны заниматься с ребенком постоянно. Потому что это не прогрессирующее заболевание, это заболевание, которое уже все, катастрофа произошла, мозг пострадал, и все. То есть у нас есть, если судорог у ребенка нет, то реабилитировать такого ребенка нужно постоянно. И я сама училась в Китае, если отойдя от темы, да, в центре именно для детей с ДЦП. И тогда я вот удивилась, это было в 2009 году, оказывается, реабилитацию можно проводить в центре вот именно реабилитационном ежедневно в течение 7 месяцев. Очень было наших вот много земляков из России, кто там был уже, например, 4-й месяц, 5-й. И дети, которые поступали уже в таком возрасте 10 лет, например, да, вроде как уже там и контрактуры, и атрофии мышечные. Но благодаря вот такой вот реабилитации прям мощной, да, вот эти дети на моих глазах через 7 месяцев начинали ходить. Вот. Поэтому... А какие диагнозы были? Вот у этой девочки, например, был диагноз, да, ДЦП, спастическая диплегия. И до 10 лет, значит, она не ходила, была колясочницей. И в Китае вот за 7 месяцев ее, например, поставили на ноги. Поэтому я к тому веду, что возможности реабилитации, они очень обширные, они непредсказуемые на самом деле. Конечно, это все индивидуально. Я не скажу, что вот поступите, 7 месяцев будете ходить. Это сугубо индивидуально, но вот реально, если работать усердно, ежедневно, то это все даст свои результаты. А какие есть методы ранней диагностики проблем со здоровьем? Значит, ранней диагностики. В частности, ДЦП, если взять. ДЦП. Это, конечно же, в первую очередь
родители, мы круглосуточно рядом со своими детьми же, да. Мы понимаем, что если что-то не то, мы видим, например, у ребенка, да, и мы должны сразу же обратиться к специалисту, потому что если это состояние после, значит, родов сразу, да, ну понятно, ДЦП, состояние после родов, то специалисты, конечно, там уже заметят и это. А если у нас такие состояния, как после травмы, да, изменения заметили, либо же есть и детский ишемический инсульт, геморрагические инсульты, там тоже признаки есть. Да? То есть надо наблюдать за своими детьми, за их развитием. И если у нас что-то беспокоит, например, что-то у моего ребенка глаз правый плохо открывается, значит, надо идти к специалисту, и там уже направят конкретно. К какому специалисту? А вот к педиатру, педиатр направит, к офтальмологу, офтальмолог скажет, не мое, направит к неврологу. Невролог пропишет, значит, МРТ, КТ, что надо. И там можно выявить, например, ну, не дай бог, плюс ткань в головном мозге, но на ранних стадиях. То есть это все зависит, конечно, от наблюдательности родителей, потому что, ну, дети же вместе с нами, тоже касается и взрослых, то есть мы должны постоянно смотреть за своими близкими, любимыми, родными, что если что-то нас беспокоит, то надо к врачу. Своевременно обращаться. Да. Вот просто я почему так насчет глаза-то возбудился, да, потому что очень часто говорят, вот глаз, ну все, иди к офтальмологу. Вы правильно абсолютно подчеркнули, что офтальмолог может сказать, что это не мое. Казалось бы, глаз, офтальмолог, и в сознании любого человека, ну почему это не мое? Потому что все-таки патология иногда может быть связана с заболеванием нервной системы, эндокринной системы, и решение необходимо принимать или консилиумом специалистов, или же все-таки тому специалисту, почему профилю это заболевание, потому что есть все-таки нарушения могут быть и в головном мозге, и, значит, и на уровне гормональных различных дисфункций. И понятно, что нужен мнение не только офтальмолога, хотя, казалось бы, глаз это связано только с офтальмологией. Да? Значит, вот по поводу, значит, вот, скажем так, ну, они вроде бы как и известны с давних времен, но в то же самое время вот появилась современная терминология, такие как ипотерапия, хомусотерапия, да, вот влияние музыки, игры нашего национального варгана на реабилитацию детей. Насколько это эффективно? Вот, может быть, вы наблюдали в своей практике? Ой, это наша тоже такая мечта, ипотерапия, да, потому что на самом деле на практике оно дает свои результаты, потому что дети, они же какие, они, как я говорила, открытые всему новому, да, они очень любят животных. И вот в процессе лечения, да, плюс если у нас будет включена такая терапия, как ипотерапия, это, значит, реабилитация с помощью ну, конкретно лошадей, да, это катание на лошадках, возможно, только просто, значит, тактильное общение, и это дает свои очень хорошие результаты, потому что все у нас, конечно же, связано с головным мозгом. Как мы, как сказать, восхищаемся, да, вот что-то новое хотим узнать, и вот головной мозг работает, соответственно, у нас и все тело в стимуле, да, и вообще позитивные эмоции, доказано, что позитивное мышление, оно дает тоже свои результаты. То же самое канистерапия, да, это работа с собаками. Дети тоже, например, у нас, да, велась вот работа не у нас в отделении, да, а знаю по республике, вот именно со слабослышащими, незрячими детьми работала очень хороший канистерапевт. И очень тяжелые детки, которые вот даже вот с синдромом, с аутизмом, они открывались, они сами начинали вот именно даже работать с такими детьми с аутизмом, да, с собачкой. Поэтому это все доказано, я все это приветствую. Мы в своем отделении, в свою очередь, ввели хомусотерапию. То есть
как фон включаем у нас в холле, и деткам очень нравится, прям прибегают, садятся, слушают. Это же у нас все-таки генетически заложено, вот эти ритмы, вот эти, как сказать, волны, да, от хумуса. И поэтому тут, наверное, уже на клеточном уровне идет какое-то восстановление, может, регенерация, и в целом тоже улучшение эмоционального фона. Еще добавлю, да, вот мы очень, конкретно вот наше отделение очень открыто вот таким нововведением, да, хумусотерапия, да, мы в этом году ввели. Также в прошлом году мы ввели такой проект, как «Интересный гость». То есть у нас же стационар круглосуточный, у нас дети поступают и могут лежать до 21 дня у нас в стационаре. И, конечно же, не у всех больница ассоциируется как прям курортом, да. И для того, чтобы сделать более такую комфортную обстановку для родителей, для детей, которые вот все-таки имеют определенные заболевания, более вот такую ненавязчивую обстановку, мы ввели вот такой проект. И в рамках этого проекта к нам в стационар приходят знаменитые люди, известные в любой среде. Это могут быть спортсмены, певцы, артисты. И вот они раз в неделю, 2 раза в неделю приходят и общаются уже конкретно с родителями, с детьми. И это очень нравится нашим пациентам, потому что, где еще прикоснешься вот к человеку, который вот именно мотивирует, да. И очень многие детки прям после встреч говорят: вот я хочу, я решил стать, я буду ходить на вот стрельбу из лука. К нам вот приходила Артахинова, Степанида, да, и она тоже очень замотивировала детей, родителей. Певцы тоже вот дети, я вот хочу стать певцом. Поэтому реабилитация, надо понимать, это не только вот медикаментозная, не только вот физическая, она должна быть еще и эмоциональная, духовная. Вот тогда реабилитация, она прям дает шикарные результаты. А есть ли проблемные зоны сегодня в детской реабилитации? Может, преемственность между стационарным звеном, вопросами реабилитации? Несколько лет, назад, буквально в начале, да, мы же до этого работали в основном с больницами, да, поликлиниками, к нам отправляли с разными диагнозами. А вот в силу нового приказа, где мы являемся уже вторым этапом, то есть должны лечить детей с более такими серьезными заболеваниями, как 3-4 уровень, мы уже начали преемственность с нашими острыми стационарами детскими. Это вот РБ-1, педиатрический центр, и мы уже начали вплотную работать. К нам поступают уже дети сразу после, например, операций, запланировали на следующий год, да, сразу после травм, с психоневрологического отделения, например, после инсультов, после тоже нейрохирургических операций. Поэтому сейчас таких вот в плане преемственности сейчас у нас проблем нет. У нас поток идет, запись у нас через портал «Медведь». Значит, заявки туда направляют лечащие доктора по участку, либо же с центров, да, и мы уже отбираем по своему уровню курации. То есть, если ребенок подходит по нашему критерию, мы отправляем дату и наши требования. Вот как вы работаете с часто болеющими детьми, и что вообще понятие «часто болеющий ребенок» можно отнести? Да, раньше мы работали с часто болеющими детьми, но, как я говорила в начале вот передачи, они уже относятся к первому, второму уровню курации. То есть эти дети должны получать реабилитацию. Да, они, несомненно, должны оздоравливаться, восстанавливаться, но уже на уровне вот 3-го этапа. В поликлиниках есть тоже свои реабилитационные кабинеты, да, в условиях дневного стационара
Эти дети могут получить полноценное тоже реабилитационное лечение, куда входит и массаж общеукрепляющий, лечебная физкультура общеукрепляющая, дыхательная гимнастика туда входит. Из физиотерапевтических процедур, например, галотерапия очень-очень хорошо помогает, ингаляции, ну, очень много там спектр свой тоже есть, светолечение. То есть такие дети, да, получают реабилитацию, но в условиях уже дневного стационара. А вот на ваш взгляд, какие сейчас подходы по поддержанию крепкого здоровья себя хорошо зарекомендовали? Те, которые, в принципе, можно использовать и дома родителям, и эффективность их достаточно высокая. Ну, в реабилитации основным таким методом, самым уже доказанным, является лечебная физкультура. То есть без физкультуры лечебной здоровье, оно уже может быть и не такое хорошее. Это даже, ну, с нашего детства же есть такое понятие, как утром делай зарядку, да, чтобы быть здоровым. То же самое, это касается не только детей, это касается и взрослых. Ну, 3 раза в неделю занятие, ну, полуторачасовое в спортивном зале, либо, не знаю, бег, это уже очень большой вклад в наше здоровье. Поэтому, ну, мои рекомендации это, ну, конечно же, диета. Сначала вот спорт, физкультура, у кого лечебная физкультура, да, это опять-таки по возможности. Диета полноценная, витаминизированная, мы же в крайнем севере живем. То есть омега-3, витамин D3, это все обязательном рационе должно быть. И рацион, значит, режим дня, то есть полноценный сон. Потому что именно во время сна наш организм он восстанавливается, регенерируется. И если соблюдать вот эти 3 правила, то здоровье у нас будет очень хорошим. А вот, ну, говорят, что когда проходит реабилитация, все-таки дети приходят не один раз к врачу, а с определенной периодичностью, то отношения уже между врачом, в целом семьей пациента, они выстраиваются уже иные, более доверительные, сами становитесь как семья. Так ли это? Есть ли какие-то границы общения между врачом и пациентом? Да, такое и есть. На самом деле, если вот ребенок к нам поступает, ну, были случаи, да, вот с самого раннего возраста с показаниями, да, а потом были такие случаи, что эти дети приходят со своими детьми, и они как уже члены семьи. Вовочка пришел, например, да. Поэтому, ну, границы, конечно, есть. Мы совсем вот эту грань, как врач и пациент, стереть не можем, потому что мы имеем определенный, как сказать, определенный перед ребенком, перед пациентом свой, ну, ранг, как сказать, чтобы авторитет, чтобы они придерживались, конечно, врачебных назначений. Потому что вот мама скажет, папа скажет, мы не выполним, да, а врач это есть врач. Поэтому, да, очень близкие отношения, да, бывают, но все-таки врач и пациент это есть свои рамки. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня мы вели беседу с заведующим отделением медицинской реабилитации номер 1, врачом-неврологом, врачом физической реабилитационной медицины, организатором здравоохранения из Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины Аленой Георгиевной Прокопьевой. Я благодарю вас за интересную беседу. Хочется пожелать удачи в вашем нелегком, но очень нужном труде в вопросах реабилитации наших несовершеннолетних ребят. И, конечно, вы делаете очень благородное дело, за что вам огромное спасибо. Ну, а всем телезрителям, и в том числе спортсменам, которые обращаются
в Центр спортивной медицины. Нашим семьям хочу пожелать успехов, крепкого здоровья и, конечно же, большого внимания к этому здоровью, потому что без внимания к своему здоровью, как говорят все специалисты, и совместному труду с врачами нам никому не обойтись. Смотрите нас по будням, вечером, программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». И, конечно, всем желаю добра и хорошего настроения. Всего вам самого хорошего. До свидания.